В начале встречи глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов обратил внимание руководства дорожных структур на наиболее острые для региона вопросы, связанные с реконструкцией федеральной автодороги М-29. Пешеходные эти переходы, они, я не знаю, у нас теперь другая ситуация, даже их сделали, но сейчас пошли жалобы, ни один пандус там не предусмотрен, подъемник там не предусмотрен. Сейчас начали жаловаться престарелые люди, что они не могут подняться на эту лестницу, не могут. И они стоят около перегородки, и ждут, когда там это. Я просто уже Тимуру Наилевичу говорил, проработать вопрос, как в других регионах. И вообще есть понимание поддорожные переходы. Получилось так, что дети сейчас беду, вы знаете, у нас там авария случилась. Дорога есть дорога. Все, конечно, не учтешь там на каждую, так сказать, эту ситуацию. Но какую-то форму, я не знаю, предусмотрели там, не знаю, подъемник закрытый или что-то еще. Что людям-то говорить-то? Вопрос понятен. Естественно, есть на сети объекты, которые реализуем со всеми этими требованиями. Наверное, пандус — это самый простой вопрос. Да? Я так подозреваю, здесь насыпи-то низкие, да, Руслан? И это заглубляться надо, этого, конечно, нежелательно делать там в целом для сохранности конструкции. Но, тем не менее, решений много. Александр Геннадьевич опытный человек, он посмотрит, разберется. На 22 год заложили? Заместитель председателя правительства Ингушетии Тимур Фаттахов остановился на наиболее проблемных участках дороги, в том числе в районе сельского поселения Гамурзиева Назрановского района. Роман Новиков со своей стороны выразил поддержку озвученным предложением. Уже начали обсуждать проблему с пешеходными переходами. Да, это не только безопасность, это еще и социальная напряженность, потому что у нас дорога проходит в населенных пунктах, где люди живут и по ту сторону, и по эту. Живой пример: на прошлой неделе учительница погибла, шла на работу. И в принципе, если смотреть, очень большая социальная напряженность в Гамурзиево, потому что часть округа Назрани находится по другую сторону дороги, не имея вообще никакой инфраструктуры, там домов 50-60. Ни магазинов, ни школ, ни садов, то есть люди вынуждены на ту сторону по 5-6 раз в день переходить. Ребенок в школу ведет, в садик ведет, там, или в магазин надо, еще куда-то. Понятно, просто населенный пункт разделен дорогой. Оказалось так. И даже те, у кого есть автомобили, то есть один заход сделать туда-обратно, вроде как мы понимаем, что это федеральная дорога, и там не должно быть на каждом углу поворотов или разворотов, но тем не менее провели эксперимент. Одна ходка туда-обратно 12-13 километров получается. Это если прямо так. Если человеку надо 4-5 раз в день съездить, мы понимаем, что это такое получается. Это что касается пешеходных переходов. Предложение какое? Предложение еще раз посмотреть, может быть, где-то разворот все-таки получится сделать. Мы уже пока готовились к встрече, пообсуждали этот вопрос. Все-таки это, наверное, следующий этап. Первый этап — это спасти жизнь. Спасти жизнь — это разделить потоки и сделать дорогу. Сделать это можно только когда дорога четырехполосная. Дальше посмотрим. То есть поняли эту задачу, проблематику, она есть и много где встречается. Посмотрим, как это сделать, обменяемся потом. Мы отработаем этот вопрос в качестве эксперимента и посмотрим дальше, как это обсуждать. Махмуд Али Калиматов также отметил, что есть вопросы горящие, которые необходимо решить оперативно. Речь идет о создании удобств для людей. Мы берем только самые кричащие вопросы. Мы вам не говорим мелочи. Мы не говорим. Это по ходу потом мы будем там взаимодействовать, будут дополнять делать. Это вещи, которые очень серьезные. Мы, начальники, не думаем об этом. Мы же для чего дорогу делаем? Мы делаем это для жителей. Да? Государство для этого выделило деньги. Улучшит, транспортную составляющую для России в целом и конкретно по субъектам. Мы ее сделали. Если она не радует людей-то, зачем мы ее делали-то? Части, я имею в виду. И будем в последующем, вместо того, чтобы спасибо, народ говорил. Поэтому все эти нюансы в этой части хотел бы, чтобы вы тоже учли. Это, конечно, не касается инженерных проектных дел, но не учитывать мы люди государевы, поэтому не учитывать эти вещи нельзя.
Роман Новиков отметил, что есть необходимость заострить внимание на вопросах, которые обсуждались на недавнем Госсовете с участием президента России Владимира Путина. Это развитие опорных сетей автомобильных дорог Российской Федерации. Ведется работа в правительстве России о назначении дополнительных источников финансирования для региона. Муслим Ганиев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.